В эфире программа «Новости». Расскажу о самых заметных событиях к этому часу. С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Отчет правительства Якутии завершился в Татинском Улусе. О том, что волнует жителей. В село Танда после недавнего пожара отремонтировали и открыли детский сад Кенчери. О проделанной работе. А в селе Тит-Эбях Ангаларского Улуса почтили память погибших участников спецоперации. Репортаж с места событий. Около 20 пассажирских бортов Ил-114-300 необходимо для замещения устаревших Ан-24 и 26 и сохранения пассажиропотока на Дальнем Востоке, сообщил вице-премьер полпредпрезидента России в ДФО Юрий Трутнев. Первые самолеты Ил-114-300 поступят на Дальний Восток уже в 2028 году. Это воздушное судно – модернизированная версия трубовинтового самолета Ил-114. Оно должно заменить на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также самолеты иностранного производства аналогичного класса. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что к 30 году необходимо разработать эффективную систему подготовки и повышения квалификации кадров в соответствии с прогнозом потребностей экономики. Для достижения национальной цели по формированию устойчивой и динамичной экономики необходимо создать эффективную систему подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации кадров, сказала вице-премьер. Она добавила, что необходимо укреплять связь между работодателями и образовательными организациями, а также повышать престиж востребованных профессий. Уровень трудоустройства выпускников в России вырос. Многие после завершения учебы работают по специальности, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Министр добавил, что также был отмечен рост показателей трудоустройства по специальности после завершения обучения. Кроме того, увеличился процент оседлости выпускников в регионах. Отчет правительства Якутии завершился в Татинском Улусе. Рабочую группу возглавлял вице-премьер Георгий Степанов. В течение 3 дней члены правительства встречались с жителями, провели прием граждан по личным вопросам в 14 населенных пунктах района. Отчет прошел продуктивно. Жители Улуса приняли в нем активное участие. Большинство вопросов, заданных членами рабочей группы, касались поддержки сельского хозяйства, строительства социальных объектов, жилищно-коммунального хозяйства, образования и здравоохранения. По итогам прошлогоднего отчета правительства мы сегодня констатируем факт, что 30% поставленных в прошлом году вопросов они решены положительно, 40% вопросов они находятся в работе, такие как строительство социально-культурных объектов, дороги, инфраструктурные вопросы. Поэтому эти вопросы с повестки работы правительства, отраслевых министерств и ведомств, они не снимаются и они будут прорабатываться дальше. Мы об этом населению говорим открыто, честно. В Якутии в 2025 году уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями составил более 62%. За последние 7 лет в разных районах Якутии построено 44 объекта спорта. Сейчас особое внимание уделяется подготовке к спортивным играм народов Якутии, которые пройдут в 2027 году в Нюрбе. Будут построены стадион на 3000 мест с теплым манежем, зал единоборств с интернатом на 20 мест в селе Антоновка и спортивный зал в селе Сюля. В селе Танда после недавнего пожара детский сад Кенчери открыл свои двери воспитанникам. За ремонт второго здания учреждения взялась бригада Савы Алексеева и справилась с этим за короткое время. На ремонт и оснащение необходимым оборудованием средства выделили меценаты, администрация района, а также жители Улуса. Детский сад посещают 20 детей. Быстро, мобильно и справился с ремонтом. Все сделано с качеством, все сделано с душой. И вот сегодня, 16 февраля, мы радостно приняли наших деток.
125-летие отца якутской грамматики отметили с размахом. В Горном Улусе состоялся целый цикл мероприятий, посвященный личности Луки Харитонова. Открыто обсудили проблемные темы, возникшие в развитии якутского языка. Были высказаны пожелания о совместном и равноправном развитии науки и народа. Юбилейный год продолжится масштабными событиями. Летом запланирован форум с участием учителей якутского языка и литературы из разных улусов, а школьники в течение года проведут полевые экспедиции и собственные исследовательские работы. Учащиеся нашей школы будут проводить исследовательские работы в местности Улусыгы, где родился Лука Николаевич Харитонов. По итогам исследовательских работ учащиеся напишут научно-практические работы и будут участвовать на улусных, республиканских и российских научно-практических конференциях. Во Владивостоке на базе Дальневосточного федерального университета прошел День родного языка и письменности, в рамках которого студентам из Якутии была организована квиз-игра на знание якутского языка и литературы. Студенты были разделены на команды и проверяли свою эрудицию, составляли стихотворения на якутском языке по словам, играли в «Продолжи якутскую пословицу», а также угадывали народных писателей по глазам. Мы провели игру интеллектуальную для наших студентов. Это студенты разных курсов. На знание языка достаточно мероприятие прошло познавательно, увлекательно. Детям очень понравилось. Всем раздали подарочки. Я считаю, что данное мероприятие необходимо проводить для того, чтобы дети знали свой язык родной, потому что это ценности, культуры. В селе Тит-Эбя Хангалахского улуса почтили память погибших участников спецоперации Альберт Владимиров, Илья Васильев и Андриан Барашков. В честь этих героев на их малой родине прошел военно-патриотический слет среди школьников. Организатором выступила Жемконская санаторная школа-интернат. Репортаж с места событий подготовила Виолетта Засимова. В первой Жемконской санаторной школе-интернате к патриотическому воспитанию подход особый. Здесь даже придумали уникальную настольную игру. Ее разработала советник директора по воспитанию Сардана Борисова вместе с учеником Богданом Рахматуллиным. Это не просто досуг. В процессе игры школьники узнают малоизвестные факты о детях-героях Великой Отечественной войны. Всего у нас тут в игре есть имена 50 героев. Также у нас есть вопросы по 3 категориям. Это фотография детей. Дети должны назвать, кто изображен на этой картинке. Вторая категория – это какой подвиг совершил этот ребенок. И 3 категория вопросов – это общие вопросы про вообще Великую Отечественную войну. И за каждый ответ дети получают звездочки. И вообще цель игры – добраться до финиша, но побеждает тот, кто заработал много звездочек. Бережно хранят здесь и память о современниках. В стенах школы создан мемориальный уголок, посвященный землякам, погибшим в ходе СВО – Альберту Владимирову, Илье Васильеву и Андриану Барашкову. Здесь представлены их личные вещи, боевые награды и письма с фронта. Одного из бойцов, Илью Васильева, лично знал руководитель регионального отделения юнармии Александр Кузьмин. Илья был очень талантливым и целеустремленным спортсменом, занимался масс-рестлингом, как я помню, был очень активным и инициативным студентом, все его поддерживали, и он был очень авторитетным среди нас, поэтому вот его лидерские качества, его целеустремленность, конечно, повлияли на его мировоззрение, на нынешнее время участия в специальной военной операции. Слет памяти 3 бойцов проводится ежегодно. В этот раз соревнуются 12 команд, в каждой по 9 участников. Конкуренцию местным хангаласским школьникам составили гости из соседнего Мегино-Кангаласского улуса – команда Рассолодинской средней школы. Кстати, именно они победители первого слета и фавориты нынешних соревнований. У нас в школе есть военный отряд «Отвага». Я там вступила 4 года назад и научилась многому. Например, сборка, разборка автомата, магазина. Я когда заходила в первый раз, я вообще ничего не умела. Как родители относятся к тому, что ты интересуешься такой военно-патриотической тематикой? Мои родители поддерживают, уважают мой выбор.
Программа слета включала 4 этапа: пулевую стрельбу из пневматической винтовки, неполную разборку и сборку автомата Калашникова, снаряжение магазина патронами и военизированную эстафету. В упорной борьбе Кубок победителя завоевала команда Махсоголовской школы. Второе место досталось Первожемконской санаторной школе. Бронза у команды Покровской гимназии. Помимо общекомандного зачета определили лучших и в личном первенстве. Призы для отличившихся школьников предоставили семьи погибших героев. Виолетта Засимова, Хангаласский улус. На благотворительной ярмарке «Все для фронта», что прошла в Усть-Неве, приняли участие школьники райцентра, работники молодежного центра «Пегас» и редакции местных газет. Желающих попробовать выпечку и другие вкусности было немало. Всем хотелось поддержать изготовителей и таким образом оказать помощь землякам, участникам СВО. Организаторы хотели подчеркнуть важность связи между гражданским обществом, школьниками и земляками, что на передовой. Ярмарка организована в рамках объединения, сплочения детей, родителей, так как у нас, несмотря на то, что у нас на сегодняшний день ситуация со школами стоит на самом таком месте, мы не забываем о воспитательной деятельности детей и обучающихся. В этой благотворительной ярмарке родители собирают, как родительский комитет, денежные средства. Эти средства мы в дальнейшем передаем депутату, депутат передает на нужды наших военнослужащих. В селе Табага ярко отпраздновали начало масленичной недели программой «Масленица. Блинная, народная, старинная». В Доме культуры «Кедр» гостей встречали нарядные коробейники со сладостями. Главным событием стало представление «День первой встречи». На сцене выступили ансамбли «Зоренька», «Синегорье», «Задорника» и «Импульс» ямские бубенцы. Отмечу, эстафету праздника подхватит и Якутск. 22 февраля в 11:30 в Старом городе развернутся масштабные проводы зимы. В России ожидаются трехдневные выходные с 21 по 23 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества. 23 февраля в этом году выпадает на понедельник, в связи с чем он будет нерабочим. При этом пятница 20 февраля не будет укороченной, так как не предшествует праздничному дню. Столько же россияне будут отдыхать и в марте в связи с Международным женским днем, празднование которого пройдет с 7 по 9 марта. Небольшой снег и потепление до минус 18 градусов прогнозируют в Якутии на 17 февраля. В ближайшие сутки в республике, в центре, на юге и востоке ожидается небольшой снег. Ветер умеренный. Температура воздуха днем до минус 28 градусов. На северо-востоке, северо-западе до минус 36 градусов. Местами минус 45, на юге минус 23 градуса. Такими были новости к этому часу. До встречи в дальнейших выпусках.